Здравствуйте! В эфире программа «Главное», в студии Зелимхан Калоев. Наш выпуск посвящен патриоту с большой буквы, человеку всей душой, преданному интересам своей малой родины, обладателю незаурядной энергии и целеустремленности. Боков Иса Магомедгиреевич, французский ученый ингушского происхождения, доктор наук университета Париж-Сорбонна Сите, которого буквально накануне нашего эфира наградили юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия». Руководитель франко-ингушского исследовательского центра у нас в студии. Иса Магомедгиреевич, приветствую вас. Иса Магомедгиреевич, я знаю, что вас сегодня наградили почетной наградой. Насколько эта награда для вас значима? Я знаю, что вам вручил лично глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшипович. Да, действительно, у нас был прием в администрации главы республики. Сегодня вручили памятную медаль. Это столетие ингушской государственности. Я очень благодарен за такую высокую оценку нашего труда. Это наша ингушская награда. Я отношу эту награду к нашему экспертному совету Франко-Ингушского исследовательского центра, потому что у нас есть коллектив, привлеченные специалисты, выпускники университетов из Франции, Бельгии, Германии, которые работают вместе с нами над нашими международными программами. И я в первую очередь отношу это всему нашему коллективу. Это коллективная работа, и труд был оценен нашего центра. Награда, да? Иса Магомедгиреевич, расскажите, пожалуйста, как вообще начинался ваш путь научный? Очень интересно, я думаю, нашим телезрителям будет. Я окончил Российскую академию государственной службы при президенте России в 1995 году. Потом я защитил кандидатскую диссертацию. Мне было присвоено ученое звание кандидат экономических наук. Я долгое время работал в системе государственного управления, я был заместитель главы районной администрации. Мне эта тема знакома. То есть, получается, вы родились, учились в Ингушетии? Да. Я долгое время работал в Малгобеке. Потом из Малгобека меня направили в Ярославскую область осваивать нечерноземье. Я работал директором совхоза, вторым секретарем райкома партии, управляющим банка. Вот я в такой сфере, и поэтому небольшой опыт управленческий я, конечно, приобрел и в советское время, и уже уже российское время. Как пришла идея переехать в Париж, и как давно вы туда переехали? Да, действительно, я в 2000 году переехал во Францию. Я поступил там в университет. Я заново закончил университет в 2006 году. Это университет Лорена. После этого меня определили работать в муниципалитет. Это город Мец, столица региона Лорен. Лотарингия по-русски его называют. Это на границе с Люксембургом. И я там работал муниципальным служащим, у меня классный чин, до 2016 года. У нас здесь в Ингушетии был создан кластер туристический. Я написал научную статью о туристическом кластере, Северокавказский туристический кластер, где я описал Арамхи и Цори. И научная статья была опубликована у нас в университете Сорбонна. И специалисты, которые делали рецензию на мою статью, потому что у нас такой порядок, когда вы пишете статью, обязательно есть рецензенты, 2 профессора, которые курируют это направление. Это известные ученые. Вот. И я получил от них сообщение, что они сделали рецензию, и они хотели бы со мной встретиться. У нас была конференция научная, где экономисты, управленцы из Люксембурга, франкоговорящие из Швейцарии, из Бельгии. Вот было такое представительство. И мне сказали выступить с слайдами, рассказать. Я показал нашу горную Ингушетию. Все внимание было уделено, потому что из Швейцарии, которые говорят, да, у нас в Швейцарии хорошо, но у вас нетронутая природа, у вас другой формат и другое изображение. И один из профессоров Сорбонны 5, это у нас Сорбонна 5, почему называется, потому что здесь юридический факультет и медицинский. Старинный медицинский факультет и старинный юридический факультет. Но в этом юридическом факультете у нас экономический и юридический – это один факультет. И в юридическом факультете есть 3 направления: экономика, право
и менеджмент, управление. Вот я в секции управления я туда был и приглашен. И мне сказали, вы будете работать исследователем нашего научного центра и заодно напишите докторскую диссертацию, потому что наш интерес нужно изучить Россию. Насколько кластерное развитие в России соответствует требованиям, ну, тем стандартам, которые существуют в Европе и в мире. И таким образом я покинул муниципальную службу, я стал работать в сфере науки, и вот таким образом у меня произошло второе вхождение в науку. Как давно заработал франко-ингушский центр исследовательский и какие основные направления его деятельности? Мы, сам франко-ингушский центр, мы его создали с января 2008 года. Мы занимались не сколько исследований, мы занимались оказанием помощи приезжающим людям из других стран. Мы занимались составлением резюме, составлением писем, мы занимались поиском работы. Это получилось так, что я работал в мэрии, я занимался такой же работой, и в неурочное время нужно было помогать нашим землякам. Чтобы как открыть банковский счет, как написать письмо в социальную службу. Вот такие вот моменты из повседневной жизни нужна была помощь. Тем более, когда отсутствие там, языка, да, в первых порах. Да, это вам нужно... легко дался, кстати, французский язык? Сложно ли было обучаться? Ну, я когда учился в аспирантуре в Москве в 95-м, я тогда знал английский. И переключиться на французский, конечно, было сложновато, потому что это два разных языка. Да, конечно. Если английский, немецкий, его легче изучать, потому что там есть больше слов совпадающих, то французский — это другой уровень. И поэтому, тем не менее, я подтянул, потому что я в университет вошел. В университете есть ускоренные программы. Я тогда вот в 2002 посещал эти курсы, и это мне помогло. Потому что самое главное понять терминологию по той специальности, по которой вы работаете. Есть повседневный язык, а есть еще профессиональная терминология. И я вот ее усвоил, и дипломную работу написал, и это мне облегчило вступление. Потому что во Франции... В нашем отделе со мной работала представительница из Индии. Франция всегда ищет в такие вот, где болевые точки, чтобы было разное представительство народов из разных стран. Такие вот службы. Потому что иностранец, у него больше доверия, когда не француз, а когда человек другой нации, он может ему больше открыться, больше сказать, помощи в других вопросах. И поэтому у меня был опыт уже в этой области. И многим нашим землякам было прийти в мэрию сложно, потому что мы обслуживали людей, только те, кто имеет вид на жительство, уже разрешение на пребывание, и кто имел гражданство. А те, кто не имел, они не могли. И поэтому мы, группа энтузиастов, мы создали этот франко-ингушский центр, чтобы помогать нашим людям. Ну, к нам приходили из Чечни, к нам приходили из Дагестана, разные люди. Потому что сразу между собой там были и русские, из Казахстана. Поэтому начало такой работы мы стали заниматься поиском истории нашей Ингушетии. Мы начали заниматься Магомедом Джабагиевым, Веснегиреем Джабагиевым, Албагачиевым Джамаладином, потом полковник Куриев был у нас, они все жили во Франции, и наш интерес был найти документацию, описание, как они жили. Вот у нас пошли наши акции в поисковых делах, потом к нам обращались очень много наших соотечественников по поводу поиска людей, которые в ходе войны и после оставались в лагерях, и нужно было посмотреть, которые пропали как без вести, и мы занимались поиском тоже этой работой.
Скажите, пожалуйста, как вы популяризируете вообще культуру Ингушетии? Насколько я знаю, в 2021 году в Париже, также во Франции, прошли Дни ингушской культуры. Как часто проводятся такие мероприятия? Мы знаем, что есть наши земляки. Сохранение культуры. Как вы акцентируете на этом внимание? Нашей самобытной культуры. Да, действительно, вопросы интеграции ингушских семей во Францию, в Германию, в Бельгию — это вопросы повседневные, потому что для нас очень важно, чтобы человек жил беззаботно, чтобы многие вопросы его решались. И, конечно же, здесь на помощь приходит землячество, люди друг другу помогают. Мы впервые провели в 2013 году молодежный форум. Мы собрали нашу молодежь, студентов, лицеистов, кто в лицее, это начиная с 9, 10, 11 класс, вот более уже старшеклассники, кто вот. Мы их собрали, туда приехали из Бельгии, из Франции. Мы выбираем всегда вот границу, чтобы людям доступно было приехать, вместе собраться. Мы вот собрали, мы провели круглый стол, они между собой, мы их знакомили между собой. Мы говорили о специальностях, какие лучше выбрать, ну, как наставление. Вот. Мы говорили о сохранении нашей культуры. И вот там вот зародилась идея, что нам нужно показывать нашу культуру и другим народам. И в 2017 году я уже как раз был в университете Сорбонна, и мы провели первую культурную презентацию Ингушетии в Национальном институте восточных языков совместно с Сорбонной-4. Сорбонна-4 — это языковые направления, и оттуда вот специалисты, там профессора, кто студенты, докторанты, которые изучают Россию, они приехали, и мы провели совместно. Первый день была Россия, а второй день был Ингушетия. По Ингушетии очень много было таких вот представленных материалов, национальная кухня, национальные костюмы. Мы в фойе университета все это расставили. Началось с этого знакомства. И мы там поняли, что у студентов, у профессоров, у преподавателей большой интерес вот к таким регионам. Они говорили, нам совершенно неизвестно это место, но нам было бы очень интересно посмотреть. И вот ваша культура. Это все, они вот, например, мы сделали Долхалтем, там Кодер, мы сделали наши чапельгеши, ну, все как положено в ингушской культуре, национальных традициях. Но они, халтубыжи, они ели кодрица. Они, например, не понимали, как вот. Хотя мы им объясняли, но они говорили, нам так лучше. Она в чашку ложит кодр и берет халтубыж, тоже ложит, и вместе это ест. Вместо там мяса. Ну, есть там подходы разные, но француженка. Я еще ей говорил, у нас вот так. Она говорит, а мне вот так нравится. Поэтому наша культура, бар был наш, они тоже говорят, а мы тоже гурманы, мы тоже любим внутренности вот, из животных. Поэтому мы начали в 2017 году, в 2018 году мы провели Дни Ингушетии в нашем российском посольстве, там есть Центр науки и культуры. Мы провели с участием дипломатов, с участием представителей ЮНЕСКО. И тогда вот произошло первое знакомство с нашей башенной архитектурой, и представители ЮНЕСКО заинтересовались. И у нас пошло взаимодействие с ними. У них был интерес, что надо Ингушетию дальше двигать, потому что вы с 1996 года у вас лежит досье, и вы с тех пор никаких вот действий, никаких не предпринимали. А сегодня мы видим, что действительно у вас другой подход, другие представления. И даже вот мы коснулись ЮНЕСКО. Мы провели в 2018 году, в 2021 году и в 2024 году, в прошлом году, в октябре месяце, культурные презентации Ингушетии во Франции. Наша цель — не только наши земляки, потому что наши земляки и так это все видят в интернете, в социальных сетях. Даже телевидение у нас уже есть в Европе, ингушское, которое они смотрят. Они знакомы. Наша цель была также больше... Мы там были как обслуживающий персонал. Вот мы соотечественники, мы вот, французам мы рассказывали, мы им показывали. Наша цель была
показать максимально об Ингушетии. Потому что очень многие говорят, что Ингушетию мало знают. Ну, действительно, возможно, но то, что вот преподавательский состав, они уже очень хорошо знают Ингушетию, они знают наши традиции. И вот то, что мы коснулись вот ЮНЕСКО, вот последнюю культурную презентацию Ингушетии мы представили, я был у Рамзана Султыгова, мы оттуда взяли башни, которые они уже восстановили, сухая кладка, там, потому что там очень много компонентов, которые нужно объяснять французам. Мы сделали стенды, мы сделали 4 стенда о том, как у нас идет восстановление башенных комплексов, как у нас ведутся работы, что у нас есть теперь школа каменщиков, что у нас обучаются специальные реставраторы. И это у нас был заместитель полномочного представителя при ЮНЕСКО, полномочный представитель России при ЮНЕСКО, он пришел, он говорит, я вижу у вас совершенно другой формат, совершенно другие отношения у вас. И Гуцариев Микаил теперь, его фонд, он мне, да, говорит, я говорю, вот смотрите, вот они уже вот так сделали. И это вызвало у специалистов уже другой взгляд. Они поняли о серьезности намерений Ингушетии в этой программе. Поэтому я очень доволен этим. Наш творческий, наши эксперты, то, что при Франко-Ингушском центре, мы уже мониторим, мы смотрим, кто как относится, предлагается сотрудничество. Мы очень осторожно входим в те или иные структуры, потому что должно быть представительство. Нужно хорошо знать тематику. Вот. Поэтому то, что у нас скоро будет в Бельгии и в Германии, мы дальше двигаемся. Но это все сделано в рамках столетия нашей ингушской государственности. И мы показали, как становилась республика, какие этапы были трудные, тяжелые этапы, высылка, события 92 года. Это все боевые действия, которые были под Малгобеком. Но немцы очень хорошо знают, что боевые действия были под Малгобеком, также и у Сагапши. Потому что слово «сагапши» там очень хорошо в науке уже высвечивается. И даже воспоминания немецких офицеров, которые участвовали в боевых действиях здесь, в Малгобекском районе, они описывают как бои под Сагапши, даже последний бой, когда они потерпели поражение, а через 3 дня они покинули и ушли, и уехали, как раз незаметно ушли они из Малгобека. Он описывает, как вот были здесь очень много танков, где вот на подступах к Сагапши, где они потеряли очень много танков, как шел бой, как сбили их самолет, он так описывает. И летчик был-то тоже, который описывал эти события. Поэтому мы по крупицам эти события собираем, они очень интересны для нас. Самое важное, вот в культурной презентации Ингушетии у нас есть и ассоциации, другие землячества, которые тоже занимаются этой работой. И мы очень довольны, что у нас есть люди, которые, живущие компактно в том или ином регионе, которые собираются. Вот самое элементарное, вот у нас на встрече с главой республики обсуждался вопрос о сохранении ингушского языка. Кстати говоря, о сохранении ингушского языка, мы знаем, что ЮНЕСКО также внес ингушский язык в список исчезающих языков. Скоро у нас, кстати, ежегодно в феврале месяце стартует декада ингушского языка, она должна также стартовать и в этом году. Вот какая работа в этом направлении все-таки проводится? Вы сами очень хорошо разговариваете на ингушском языке, также я думаю, что и там популяризируете этот язык. Я родился в Алмате, в Ссылке, и, конечно же, у нас не было в школе ингушского изучения. Тем не менее, вы его знаете. Да, потом, когда мы приехали, мы уже в своей среде, мы его, конечно, выучили. Да. То, что касается темы, очень много говорится на телевидении, на свадьбах, при встречах, что ингушский язык исчезается. Да, действительно, был специальный атлас об исчезающих языках. Мы с этим атласом знакомы. Он на французском языке, он на немецком, на английском языке. Мы его получали. Вот. Там действительно есть такое описание. Мы не стали заниматься декларациями. Нам же не это. Нам нужно практические дела. Мы в апреле месяце 24 года собрались в городе Ницца, это юг Франции, и там обсуждали, как сделать так, чтобы его сделать, где компактно проживают ингуши.
И на наше удивление родители сказали, что мы хотели бы вот в вашу школу отдать своих детей. Мы создали библиотеку. Там есть ассоциация «Галгай» в городе Ницце. Они создали родительский комитет. Они собрали родителей и говорят, вот давайте начнем, потому что наши дети говорят на французском и на русском. Аллах вот вообще хац. Нам нужно найти преподавателя. Начали смотреть, нашли нашу выпускницу университета, которая, Мяри Хамиз, у нее дети есть, она занимается своим делом. И она сказала, Халин, Сабириш Дольде Дас, я буду его преподавать. И у нас 4 сентября состоялось открытие. Сегодня 36 учеников у нас обучаются в 2 группах. Это каждое воскресенье. Это воскресная школа по изучению ингушского языка города Ниццы. Там есть совет старейшин. Они, как у нас вот в наших селениях, есть тамада, есть турк, это все там есть. Они это все создали, они все это практикуют как положено. Потому что во Франции, как и в России, религия и власть, они разделены. Там религиозные представители, там они, конечно же, в администрацию не ходят, они занимаются своим делом в мечети. А вот совет старейшин, они могут пойти в мэрию, потому что вот мы хотели, чтобы наши дети учились там. И вот помещение они выделили, они платят за аренду, конечно. И у нас сейчас, помимо ингушского языка, сейчас еще открыли курсы ингушского танца. У нас 2 преподавателя, тоже, кстати, они раньше работали в нашем ансамбле. Это люди знающие. У нас они мальчиковская и девочки. Потому что нам все время бывает проблема вывести ингушских артистов туда, во Францию, в Бельгию. А мы решили своих а мы выращиваем сейчас своих. И у нас, когда будут большие такие мероприятия, мы будем приглашать наших танцоров, чтобы они могли исполнить наш ингушский танец. Сегодня мы также работаем, и у нас это международный проект сохранения ингушского языка и культуры. Но помимо ингушского языка, там на ингушском языке рассказывается о наших адатах, о наших традициях. Потому что дети, они, знают русский язык, но они не знают, как по-ингушски приветствовать, как делать гук, когда свадьбы, когда это. И вот на встрече с главой республики мы ставили вопрос, что нам нужно здесь, в Ингушетии, мы представили проект «Возрождение». И Мухаммад Алиев Макшерович, он поддержал этот проект, что нам нужно наши традиции, чтобы они знали. Поэтому у нас сейчас, вот, например, мы привезли диск из французской библиотеки Митерана «Зоахл». «Бигишта Зоахл». Это значит, вот раньше, вот в мое время, я помню, на свадьбу, когда была свадьба, когда приезжали за меж забрать невесту, то приезжали девушки, парни выходили, они зохл, это было все. И мы вот нашли эту запись 1911 года. Там есть этот зохл. Там чистый ингушский язык, вот он разговаривает, и так приятно слушать. Там помехи есть, но мы помехи, я думаю, уберем. И вот эта идея, что мы ее нашли, мы тоже здесь стали ставить вопрос. У нас есть зохл, где это можно, инсценировку с театром. И вот сейчас Министерство культуры, Миннац и наш франко-ингушский центр, мы сейчас работаем над этим проектом, чтобы его в реале. В 2017 году его в Сагапщах уже ставили. Сейчас у нас работает творческая бригада, которая будет сейчас заниматься. И мы через онлайн хотим туда, на наши диаспоры, чтобы они тоже видели, как это делается. Это обучающий
но просветительный проект. Насколько мне известно, вы проводили также работу в архивах Ватикана. Как удалось вообще добиться того, чтобы там проводить какую-то исследовательскую работу? Насколько я знаю, некоторые даже бывают закрытые, да, эти архивы. И есть ли какие-то интересные факты, связанные с Ингушетией, которые позволили пролить свет на историю нашей республики, нашего народа? Да, действительно, мы уже долгое время, я не хочу говорить там даты, у нас можно назвать и 30 лет, но мы занимаемся нашей историей. Историей правдивой, историей написанной. Не просто там, кто как сказал, там, блогер или... С подтвержденными фактами. А мы с подтвержденными фактами. Мы работали во французских библиотеках от университета Сорбонна, потом Франсуа Миттеран. Мы работаем в Берлинской библиотеке, в Мюнхенской библиотеке. Сейчас мы были в Риме. Просто дело в том, что вот в зарубежных странах есть особое отношение к ученым. Если вы занимаетесь исследованием, вам зеленая улица. Поэтому мы нашли очень много источников, где упоминается ингуши. Но было время, когда не было слова ингуши, а были наши общества. Мы такой период смотрим. Был аланский период. Эта тема, конечно, очень многих интересует. Вот в таких вопросах нужно спокойствие, нужна тишина. Нужно спокойно работать, набирать материал, консультироваться с другими специалистами по другим направлениям, вот, и приходить к какому-то результату. Поэтому мы, понимая это, мы сейчас занимаемся такой работой. И у нас была объявлена 2 года назад научная экспедиция. Мы привлекаем нашу молодежь в эту работу, потому что там очень много надо переводить. Поэтому вот то, что касается вот аланского периода. Я работаю во Франции, я исследователь в университете. Потому что когда едут в Ватикан, там и в такие вот структуры, то нужны правительственные соглашения. Например, вот там я встретил из Казахстана, там был министр науки и 2 профессора с ним. А по соглашению президента Токаева и по соглашению папы совместному они туда приехали. Я туда попал по направлению университета Сорбонна, потому что я там исследователь. Я обратился в свой центр научный, что я хотел бы сделать постдокторское исследование. Постдокторское исследование – это когда вы защитили докторскую диссертацию, имеете докторскую диссертацию, и вы хотите дополнительно что-то изучить, то оно называется как постдокторское. И вы, или вы вам дают зарплату, и вы проводите эту работу, или вы на свои средства, но с помощью инвесторов там, и проводите эту работу. Поэтому, когда я обратился в наш университет, они сказали, ну вы же управленческий аспект, а вы историю хотите копать. Я говорю, да, но мы же изучали Ингушетию, и там очень многие вопросы всплыли, которые нужно доизучить. И ректор согласился, он написал представление, что это важная тема для нас, для Франции. И таким образом я попал в Ватикан. И мы получили доступ. Со мной встречался не архиепископ, там, первое лицо, а со мной встречался святой папа, это второе лицо. Он начальник департамента. Он специально меня ждал, потому что он франкоговорящий. Ну, в смысле, он ученый, ну, святой ученый, но он у нас учился во Франции и докторскую защищал. И он знает хорошо французский язык. Поэтому мы с ним и общались. Он мне сразу показал Ингушетию. Он сказал, вот маленькая страна, ну как они называют, регион. Вот Ингушетия. Говорит, мы, говорит, знаем о ваших, как вот республика становилась, какие этапы проходили. Мы это все знаем. Я вам рекомендую вот то посмотреть. Он мне дал ориентир, дал соответствующие указания библиотеки. Но, говорит, вам нужно получить доступ в секретный архив. Здесь я вам помочь не могу, потому что там особо охраняемое помещение. Ну, я сделал запрос туда, то же самое, через свой университет. И вот в декабре месяце я ездил уже в секретный архив. Вот почему мы туда стремимся? Потому что
хотя мы не являлись католиками, но присутствие католической церкви было здесь, на Северном Кавказе. Они пытались, чтобы мы, и мы, там, и грузины, и армяне, и другие народы приняли католичество. Поэтому здесь миссионеров было очень много. Вот что нас интересует? Потому что очень много разговоров говорят, «Вы Аллах жды дац». Кто мы? Наша научная гипотеза, вот на чем строится, нам нужно было узнать, действительно ли аланов из Северного Кавказа увезли в Китай монголы. Нам нужно было это узнать, потому что были разговоры. Когда я поехал туда, в этот архив, и мы когда спустились в подвал, и когда мне показали листок папирус, и написанный гусиным пером, что да, значит, эти аланы пишут письмо папе римскому. Тогда вот в 13-14 средневековье, в те периоды, очень сильно преклонялись римской, не римской, она была Авиньоне во Франции, католической церкви очень преклонялись. Они считали, что это всемирная религия, которая обладает всем. Все у них есть, представительство, все. И поэтому все им преклонялись. И поэтому эти аланы написали это письмо. Нам нужно было узнать, где это написано. И мы эту написанную историю нашли. Нам нужно было узнать, когда их забрали. Те источники пишут, что это 1239 год, когда Магаз был разрушен здесь, в Северном Кавказе. Где точно не говорят, не описывается, но Магаз был город. Другой момент. Они говорят, что научные вот есть записи, что это было аланское государство, аланское ханство, такие разные терминологии. Есть другая версия, что была конфедерация народов. Что это была конфедерация народов. Что это означает? Значит, конфедерация – это тема Веснегирия Джабагиева, который тоже хотел, чтобы была горская конфедерация. Это очень такая тема, которая… И аланская тема, если они считают, что это конфедерация народов, значит, мы, там, и наши общества, которые были здесь, они тоже ходили как боевые единицы. Потому что в письме, которое написано там указывается, что это всадники, что это как боевые единицы были. Но есть другая деталь, что вместе с 30 тысяч людей, которые увезли туда, там были дети, женщины, и плюс были священники греческого толка. Греческого толка. Значит, мы в тот период преклонялись не греческим, у нас были святые. Вот мы это все обнаружили, это подтверждается. Поэтому дальше уже нужно спокойно дальше другие документы изучать, смотреть, говорить чисто, что наш ингушский язык, у нас вот есть ученый Николс, профессор, который из Америки, у нас есть Франсуа Гирен в Париже, в Сорбонне 4, который изучает наш ингушский язык. Если они подтверждают, что нашему ингушскому языку 6000 лет, я так чисто логически говорю, какая нам необходимость говорить, что мы аланы, или аланский язык у нас был, когда у нас есть ингушский язык, который изучался 6000 лет. Но это наша гипотеза. Мы изучаем дальше другие документы, смотрим, но факт то, что там описано, когда Магаз был разрушен, эти люди ушли опять в горы. Здесь еще одна деталь есть. У нас и Муса Зурабов мне писал про эти документы, которые он нашел, и Абадиев Идрис тоже занимался этим вопросом. У нас есть французская исследовательница, которая ездила в Китай и занималась Китаем. И она спустилась с Пекина в Нижнюю Монголию и наткнулась на башни. И башни схожие с ингушскими башнями. И она задалась вопросом, как же так? Если смотреть аланский период, да, действительно подтверждается, 30 тысяч аланов увезли. И такое сходство башен в Китае и сходство, которое находится в Горной Ингушетии. Есть сходство. И надо бы проверить. Поэтому мы, как приехали, вот сейчас приехали мы из Франции, мы сразу же обратились в ДНК-проект.
мы смотрим ДНК, которые, если из тех Нижней Монголии, китайцев, которые делали ДНК, и есть ли совпадение с нашими исследованиями, с нашими результатами ДНК. И потом здесь еще и другие дисциплины надо смотреть. Этнография. У нас в истории очень много направлений, и нужно, чтобы разные специалисты смотрели. Поэтому, я думаю, мы сейчас на каком этапе? Мы сейчас делаем матрицу, такой чистый такой листок, где 13 век, автор такой-то, он писал так. Несколько авторов. 14 век, 15, 16, 17. Мы каждый автор, что писал, честно, справедливо, чисто по ингушской тематике. Мы не касаемся той нации или другой нации. Это не наш интерес. Наш интерес вот то, что мы касаемся Ингушетии. И мы вот сейчас по этому пути идем. Я не знаю, к какому времени, но мы скоро выпустим монографию, где это будет все написано. И я думаю, это будет ясно. Но пока нужно эту тему исследовать в тишине, спокойно, не торопясь, не делать сенсации через интернет, через Facebook или через это, а делать спокойно свою работу. Потому что у нас спрашивают термин «ученый». Всем часто спрашивают, кто все-таки ученый? Потому что все блогеры, все они ученые. А как определить источник, который вы используете, что это от ученого? У нас есть федеральный закон, где четко определяет, кто такой ученый. У нас есть понятие об этом на Западе, и здесь. Ученый – это тот, кто работает, например, в университете, преподавателем, доцент или профессор, который по контракту, который работает научной работой. И тот, кто работает в научно-исследовательском институте, научным сотрудником или имеет ученую степень. Вот это и есть ученый. Если куда-то кто-то выступает, он должен сказать, что я кандидат исторических наук, я кандидат социологических наук такого-то года. Поэтому мы работаем с такими людьми, кто нам имеет соответствующую ученую степень, кто настоящий ученый, и мы используем их материалы, их наработки, консультируемся, думаем. Вот такая работа должна быть. И тогда мы придем к конечному результату, правдивому результату. Исам Магомедгиреевич, действительно, эта работа заслуживает уважения. Я думаю, что эти работы и ваш труд он получит широкий отклик. И большая благодарность вам от всего ингушского народа. Спасибо вам большое за эту бесценную работу. Наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за интервью. Спасибо вам большое. У нас в студии был Иса Магомедгиреевич Боков, руководитель Франко-Ингушского исследовательского центра. Дорогие друзья, увидимся в эфире НТРК Магаз. Всего доброго и до встречи в эфире.